У всемогущего владыки Кайкубуса была красавица дочь Худжанда, но страдала она тяжким недугом. Избавиться от него можно было только найдя место с целебным климатом и удивительными абрикосами, которые возвращают молодость старцам и умирающих поднимают со смертного одра. И такое место было найдено у горловины Ферганской долины. Здесь дуют ласковые ветры, и с абрикосами все в порядке. Так возник Ходжент, утверждает легенда. Одно время его рождение приписывали Александру Македонскому. На берегу реки Танаис, современной Сырдарьи, он основал небольшую крепость и, не страдая избытком скромности, назвал ее своим именем – Александрия Эсхата. Археологические находки подтвердили его пребывание здесь, но доказали, что город существовал до него, еще при династии Ахеменидов. Ходженту, нынешнему Ленинабаду, 2500 лет. Не раз завоеватели превращали его в руины, не раз землетрясения сводили на нет усилия его жителей. Но он возрождался вновь и вновь, все хорошее. И вот сегодняшний Ленинабад, крупный областной центр Таджикистана с населением более 150 тысяч человек. В городе около 30 промышленных предприятий. Есть педагогический институт и филиал политехнического, театр драмы и музыкальной комедии. Людям, собирающимся у этого тысячелетнего дерева, есть о чем поговорить. И о сегодняшнем дне города, и о его прошлом. Они мастера. И, может быть, лучше других ощущают связь времен. Ленинабад всегда был знаменит своими мастерами, тонко чувствующими и цвет, и форму. Сегодняшний ни в чем не уступает своим предшественникам. Проводит сложнейшие реставрационные работы. И резец в руках такого мастера, как Али Яхяев, уверенно плетет ажурную вязь на колоннах, дверях, комнатных перегородках. Сколько вкуса, терпения, фантазии понадобилось местному мастеру Александру Михайловичу Соколову, чтобы разглядеть в куске камня живое. И вот он выпустил в свет своих порхающих быстрокрылых бабочек. И кажется, что вот-вот и они замрут в красочных шелках и коврах. И вновь полетят над Сырдарьей, над остатками средневековой цитадели, над современными кварталами, над Ленинабадом, вечным и юным городом.